Сәмесіз, Динар менің исемім. Мен Астархан өлкәсе вәкилі. Тартанып тұрмын. Біз Астархан делегациясы вәкилері Россия көн яртында иң актив һәм көчле татар җәмгыяте булып торабыз. Ни өчен дип сорасыз? Аңлатам. Беренчедән, Астраханда яши 60 меңнән артык татарлар. 26 ел Астраханда татар җәмгыяте эшләп килә. Астраханда Россиядәге иң иске милли периодик басма булган Идель татар газетасы чыгы һәм 2007 елда газета безгә 110 яшь тула. Татар театрыбыз 50 яшен котлап узды. Татарстан Республикасы ярдәм итте и татар шагыйре Габдул Тугайга сквер ясадык. Гафу итегез, я действительно готовила большое выступление на татарском языке. Ринат Зинурович, гафу итегез, я действительно хотела все донести на татарском языке. И я закончила Казанский государственный университет, юридический факультет. 5 лет мы учили татарский язык. Нас научили отлично читать, отлично писать, но говорить нас не учили. И будучи главным редактором газеты, да, действительно, я занимаюсь корректурой, мы занимаемся всем этим. Но разговорная речь – это наша очень большая проблема. Поддержите меня, пожалуйста, я хочу это озвучить, это не моя проблема. Динара, поддержка, конечно. Ләкин сәхнәгә менүче кешеләр пленар утырышта ул безнең зур принцип татар яшьләре форумында фақат татарча гына чыгыш ясый. Син алайса төп фикереңне әйт тә, мин киләсе спикерга сүзне бирермен. Мин тиз генә әйтәм. Татарча. Татарча бу принцип, Динара, бу принцип ничек? Заннан китергә тиеш түгел беркайчан да. Артка чигенү юк. Бездә Астраханда Габдулла Тукай исемен алган бердән-бер мәктәп. Габдулла Тукай исеме бирелде Каспий сухогрузга. Хәзер Астархан Иран, Астархан Кытай маршрутлары буенча йөргән флоткада күренекле татар шәхесләр исемнәрен бирәчәкләр. Ялгышмам дип уйлыйм. Җәй көннәрендә татар телен өйрәнергә дип күп бала Астарханнан килә. Икенче елда бездә Астраханда федераль сабантуй уздырылачак. Сездә дә кунакка көтәбез. Я буду переходить, товарищ, чуть-чуть. Анализируя вообще всю нашу ситуацию и в регионах, и на юге, и территориальную плотность татарского населения, ее титульность в различных регионах, предпосылки экономического развития и особенности ментального характера, наверное, самой нашей головной болью на сегодняшний день является выстраивание стратегической концепции развития молодежного движения. Это наша приоритетная задача на сегодняшний день. Нам очень важно также опираться на регионы, потому что именно регионы играют ключевую роль в формировании общественного национального мнения. И каждый из таких центров является сильнейшей ресурсной базой. Почему нам важны регионы? У каждого из нас свои ментальные особенности. Нам важно проводить анализ типологии, ситуации в таких моментах. Но нам нужна программа управления талантами. Тәбәкләр ничек яшиләр, беләсезме? Яшьләр арасында нинди үзгәрешләр бар? Алар нәрсә турында уйлыйлар? Сорауларына җавап бирә аласызмы? Хәзер яшьләрдә милли узан дәрәҗәсе бик югары. Төркемнәр бар, харизматик лидерлар бар. Төбәкләрдә дә ярдәм итәләр. Җәмгыять та уңай карый. Һәм яшьләр хәрәкәте активистлар. Этнокультура сферасында бик яхшы менеджерлар булалар. Безгә нәрсә җитми? Мәгариф һәм фан, мәдәният, әдәбият, тел, безнең халык тарихын
устыру тұрған проектлар мәхим һәм бик кирәк. Нашими ключевыми ресурсами развития системы в условиях ограниченности бюджетных средств должны стать не просто инновации. Нам нужна вовлеченность школьников и студентов, участие образованных родителей в этих проектах. Нам нужно эффективное управление с обратной связью. Бізге Магариф форматында региональ стратегия бик кирәк. Татарстан грантлары, төбәк грантлары, кабул ителгән һәм перспективада булган этнокультур проектларны тормышка ашыру, аларның социаль һәм икътисади файдалыгын анализлау өчен безгә профессиональ кешеләр бик кирәк. Шул ул вакытта бу идарә кадрлар әзерләүдә тагын да бер система булып тора. Бәлки без резолюция кертербез татар яшьләренең стратегиясе төзү турында. Когда мы говорим о важнейших мероприятиях различного направления, могу сказать, что нам не хватает очень многих моментов. Первое. Нам нужно, и поддержите, если вы с этим согласны, нам нужно двуязычное и поликультурное образование, чтобы мои дети говорили на родном языке, а не как я училась только этому после 30. Нам нужно партнерство с высшими школами в формате ТЮТа. На сегодняшний день эта программа работает. Всемирный конгресс татар работает по программе получения высшего образования и целевого направления с различными вузами Татарстана. Нам нужны представительства вузов Татарстана в регионах. Этношколы раннего развития, маршруты и господдержка въездного культурного и событийного туризма. Нам нужны языковые смены летнего формата для подростков. Нам нужны информационно-туристские центры в регионах. Нам необходимо просто формирование сети бизнес-инкубаторов. Я приведу пример. В начале июля в Казани проходил форум всероссийских национальных и региональных СМИ. Как главный редактор газеты я была приглашена с командой в Татарстан. И на этих эмоциях я повела многих в татарскую слободу. Очень много туристов, очень много экскурсоводов. Ни один дизайнерский магазин не открыт, и так было 2 дня подряд. Мне было очень больно и обидно, помимо потребительской направленности, действительно я поняла, у наших молодых дизайнеров не то, что нет возможности выезжать в регионы, представлять коллекцию, развивать идентику нашей татарской культуры, у них нет возможности этим заниматься. Я думаю, им нужна эта поддержка. И второй вопрос, который я подниму, наверное, у нас очень большой пробел в нишевых медиапроектах. Этно-СМИ развиваются сами, тянут как могут. Но действительно нам хотелось бы, чтобы во многих ключевых региональных центрах находились корпункты ТНВ, находились радийные точки. Поддержка должна быть максимальной, потому что именно СМИ формируют вместе с вами и вместе с нами тот самый положительный имидж и образ совместного сотрудничества регионов и Татарстана. Потому что мы, регионы, готовы выстраивать имиджевую политику. Она позволяет нам привлекать инвестиции креативных профессионалов. Но этим имиджем надо управлять. Не получится просто собираться и все. Нам нужны знания. Мы выросли. Молодые лидеры — это действительно, и даже те уже, что выросли, как и я в том числе, действительно одни из лучших этноменеджеров. Нам нужна программа, нам нужна платформа, нам нужна хорошая образовательная площадка. Да, я отмечу, это действительно мы заметили большой рывок, когда началась программа Акулфабрикаса. Действительно хочу высказать большой респект, потому что переворот произошел. Да, у нас ребята учились по разным программам, и они нам дают очень большой задел. Но все-таки для развития больших проектов, действительно, я от себя обращаюсь, какая нужна необходимая поддержка от регионов, мы ее готовы Табрис оказать. И если регионы попытаются перенести частично эту хорошую, жесткую платформу к себе на территориальную точку, на самом деле вы увидите большой успех. 6 маршрутов разработано только в Астраханской области, туристических. После этой фабрики сейчас подписываются соглашения между Казанским федеральным Приволжским университетом и открывается представительство в Астраханской области. Не путайте, не филиал, просто представляя интересы. И, конечно, в этой ситуации мы будем теми самыми помощниками для реализации программы целевого обучения через Всемирный конгресс татар.
Наверное, в принципе, я не буду больше никого задерживать, но можно просто скажу, что нам надо двигаться, ребята, нам нужно учиться всем, нельзя сидеть просто так. Этножурналистика в очень упадническом состоянии, некому писать об этом. Если в этой ситуации в рамках площадки «Акыл Фабрикаса» появится и такой проект, как этножурналистика, я думаю, очень многие регионы его поддержат. И мы в итоге заметим рост межрегиональных инициатив и усиление этнокультурной и информационной связанности регионов и Татарстана.